Праздничным митингом отметил Республиканский союз ветеранов боевых действий в Афганистане 30-летие создания организации в Коми. У памятника воинам-интернационалистам «Скорбящий воин» собрались представители всех районных отделений, кадеты. Максим Васильев о том, как это было. Почетный караул, оцепление, армейская каша. День создания Союза ветеранов Афганистана, наверное, один из немногих в году, когда руководители районных ячеек могут вместе обсудить насущные проблемы, да и просто по-дружески хлопнуть друг друга по плечу. «Мы стараемся быть полезными» – эта фраза сегодня практически девиз главной ветеранской структуры в Коми. Военно-патриотическое воспитание молодежи – основной конек их развития. Пока мы живы, то есть пока наш актив, и вы видите, собрался здесь весь актив Республики Коми, вся организация держится только на энтузиазме этих людей. То есть это не подпитывается никаким материальным, это чисто желание людей жить таким образом, то есть поддерживать вот эти отношения, поддерживать своих боевых братьев, поддерживать своих друзей. И все направлены чисто на то, что и вся работа у нас направлена на поддержание наших друзей. Время непростое. И когда тот или иной вопрос возникает, конечно, я могу сказать, что, может быть, не совсем иногда бывает. В общем, хочу извиниться перед вами за определенные вещи, которые, к сожалению, случились. Но и готов через определенное время вернуться к тем вопросам, о которых мы с вами говорили. Встречу с активом ветеранского движения Сергей Гапликов начал неожиданно. И пока буквально ошарашенные извинением главы гости приходили в себя, губернатор в довесок рассекретил некоторые нюансы своей работы. Его речь произвела эффект разорвавшейся бомбы. Итак, от прошлого руководства региона Коми нам достался 38-миллиардный долг по коммерческим кредитам с ежегодными 4-миллиардными платежами. Большую часть бремени, 21 миллиард, удалось заместить бюджетными займами с низкой процентной ставкой. Без последствий для казны произошло и снижение дефицита. За 2 предыдущих года, те, которые я здесь работаю, могу отчитаться перед вами, что практически на 11 с лишним миллиардов рублей мы сократили финансовое бремя безвозвратно. То есть оно больше не придет в республику, и нам не надо будет увеличивать соответствующие наши заимствования с тем, чтобы какие-то вопросы можно было решать. Это в любом случае сегодня мы решаем, а завтра это опять у нас вызывает необходимость и потребность перезамещаться, перекредитовываться и так далее. Жить в долг можно, в принципе, это ничего страшного нет, но он должен быть вполне разумный, и он должен, безусловно, никак не влиять на устойчивость финансовой системы. Отдельным лейтмотивом речи губернатора стала ИНТА. По распоряжению президента страны на стабилизацию обстановки в приполярном городе Минфин перечислит 1 300 000 000 рублей. В шахтерском городе своего энтузиазма не скрывают. Это большой успех, это большие перспективы города. И очень бы хотелось, конечно, люди в городе хотят, чтобы быстрее пришли эти деньги, чтобы быстрее людям, которые шахтеры у нас на сегодняшний момент задолженность еще по заработной плате у ребят, у людей есть, быстрее, чтобы это все пришло, быстрее началась работа. Еще одна позитивная новость для региона – кардинальные изменения со стороны Москвы подхода к софинансированию проектов. Теперь львиную долю, почти 70%, федералы возьмут на себя уже со следующего года по личному лобби главы республики. Максим Васильев, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.